Шумбрат, привет, меня зовут Оксана Белкина, я макшанка, участник школы межэтнической журналистики, и сегодня я с другими участниками, с нашими кураторами посетили Исламский культурный центр. Посмотрите, как здесь красиво. Здесь официальная эмблема Исламского культурного центра. И сегодня нам ответят на вопрос, для кого и для чего этот центр создавался, и покажут нам экскурсию. На это событие, где провозглашено было именно им и засвидетельствовано было посланником того периода халифа. Директор Исламского культурного центра, муфти. Скажите, пожалуйста, как еще раз вас зовут? Фагим Хазрат Шафиев. Угу. Скажите, пожалуйста, для чего создавался этот культурный центр? Главная цель? Главная цель, конечно же, это сохранение и приумножение всех добрых наших традиций, традиций добрососедства, духовных, нравственных устоев наших народов Республики Мордовия, в частности, татарско-мусульманского населения города и республики. Спасибо. Пожалуйста. Это здесь представлены украшения женщины, татарок, которые в праздничные особые мероприятия, и представлены костюмы дореволюционного периода, в изображениях, фотографиях, рисунках. Конечно, есть копии карт периода Золотой Орды, такая история, такой период в нашей стране был, мы все прекрасно понимаем, разные оценки даются, но тем не менее, такой этап истории развития ножа, который был распространен и носился служилыми татарами. Здесь тоже представлены некоторые экспонаты известных, самых популярных шамаиль, которые были использованы, скажем, в разных учреждениях. А здесь у нас кисло, традиционное покрывало, частичка покрывала Каабы из Мекки, специально прислана. А в этом помещении небольшая библиотека. Интересно то, что на соседних полках рядом находятся книги исламские, русские, мордовские. Это говорит о том, что уже более 1000 лет русские, мордва и татары живут вместе абсолютно мирно. Это интересно. Также в этом помещении молятся. Кстати, мусульмане молятся 5 раз в день. Последнее у нас заседание было с участием Задали вопрос, для кого этот культурный центр, кто сюда может приходить и могут ли заходить люди, которые не причастны к исламу и к мусульманской вере. Да, конечно, сюда приходят и русские, и мордва, чтобы просто просветиться, просто почитать, просто посмотреть и поговорить. Здорово. А в этом, обратите внимание, в каком красивом зале проходят разные конференции, встречи. Вот так вот тепло нас встретили, чай, восточные сладости, финики и просто теплая обстановка. Да, и пост иногда держит, и во время скажем. И еще немного, к сожалению, сейчас темно, и я не могу вам показать Исламский культурный центр получше, но посмотрите здесь, как красиво. Открылся этот центр в 2018 году, относительно недавно. И этот центр не только привязан к вере или к религии, он вообще для встреч, для конференций, для форумов. Спасибо огромное, что нас так встретили и так тепло приняли.